В связи с эпидобстановкой новогодние праздники и утренники отменены во всех школах и садиках. Однако это не мешает дарить подарки в каждый дом. Подарка на Новый год ждет каждый ребенок. Взять на себя миссию Дедушки Мороза и Снегурочки решил благотворительный фонд «Обожженные судьбы», которому оказал помощь депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Алихан Харсиев. Дарить сладкие презенты в канун праздника для благотворителей стало уже традицией. Мама елку народила. Мама елку народила, Дед Мороза покосила. Да, что Дедушка Мороз, у тебя красивый нос. Вот, молодец. Майская, Болтач, Чермень. Порядка 100 подарков для детей из малообеспеченных семей пригородного района. Но организаторы стараются обрадовать детей не сколько подарками, а принести в их жизнь немного радости и веселья. В канун Нового года важно, конечно, делать такие подарки, особенно для детям из таких вот семей, из малообеспеченных, из социально незащищенных семей, потому что и у родителей, и у них самих не бывает возможности, им не всегда бывает возможности подарить детям, порадовать их перед Новым годом. И поэтому мы сегодня с этой миссией приехали сюда поздравить этих детей. Следующий адрес – семья Гайсановых. Зарема потеряла мужа год назад, и одна воспитывает 3 детей. Такой визит хоть и неожиданный, но принимать гостей, да еще с подарками, всегда приятно. К слову, самый младший просто не терпится заглянуть вовнутрь. А какие конфетки тебе больше всего нравятся? Девочка обещает поделиться сладостями со всей семьей, а Зарема признается, такое внимание – большая поддержка для нее. Тем более в канун Нового года, когда так хочется порадовать детей. Сегодня они остались без отца. Берешь внимание, У Баркинхоевых уже праздничная атмосфера. Тут и снеговик есть, и стишки выучили. Самый главный подарок они получили недавно. Неравнодушные люди помогли построить новый дом. Теперь еще и сладкие презенты. Магомед Баркинхоев признается, в Деда Мороза хоть и не верит, однако чудеса иногда случаются. По этому поводу он даже выучил стихотворение. Мишка косолапый, по лесу идет, шишки собирает, песенку, потом шишку, и Мишка заделся. Нравится тебе твой подарок? Да, спасибо. Услышать сладкое спасибо – главная награда для организаторов. Это далеко не последняя акция, проводимая для детей в преддверии праздника. Это совместное мероприятие, оно приурочено такому хорошему, доброму событию, как Новый год. Вы знаете, в период пандемии, к сожалению, очень много праздников отменили. И сегодня помощники они вышли с предложением тоже совместно, чтобы провести это мероприятие и подарить детям на дому вот эти подарочки. Конечно, очень приятно видеть их радостные лица, их радость безграничную. До Нового года осталось несколько дней. Все дети обязательно должны получить свои подарки, чтобы праздник запомнился как минимум еще на 1 год. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.